выпускным вечерам родители и школьники начинают готовиться заранее, заказывают меню в ресторане, продумывают программу школьного торжества, присматривают наряды и подсчитывают сумму грядущих расходов. Для салонов красоты и модельеров горячая пора. Сколько стоит выпускной и как его лучше провести, обсудим с экспертами. Трогательный и волнительный праздник взросления детей, как отмечают сторонние наблюдатели, порой превращается в самую настоящую ярмарку тщеславия. Суммы расходов на выпускные балы поражают. Все, конечно, зависит от фантазии родителей и размера содержимого их кошелька. Отдельный чек – образ вчерашней школьницы. Тут и наряд, и аксессуары, и услуги салона. Уменьшить траты родителей распорядились в столичном управлении образования. В стенах сухумских школ накрывать столы после сдачи выпускных экзаменов запрещено. Перед началом экзаменов у нас проходил совет директоров, где начальник управления образования строго сказала, что никаких сборов на экзамены, на эти застолья после экзаменов, как говорят, чтобы от родителей никаких сборов не было. Другое дело, что после экзамена учителя, они уставшие, естественно, им нужно пообедать, чтобы дальше работать, но это все делается силами самой школы или самими педагогами. Я хочу вот что сказать по этому поводу. Я уверена просто, что ни один директор не сказал ни своим педагогам, ни своим родителям, да, ни родительскому комитету, что вот учителей нужно будет кормить. Вы спросите у директоров, они вам скажут, что они разговаривали и с родительским комитетом школы, и разговаривали со всеми классными руководителями. Вот, и поэтому, а как больше воздействовать на них? Вот как воздействовать другими путями на родителей? Мы издать приказ «не собирайте» не можем, потому что не будет иметь силы. Они не наши подчиненные. Они представители, они законные представители наших учащихся. Дирекция школы всегда предупреждает, что никаких там столов, излишеств мы не приветствуем. Но бывает, конечно, родители приходят с угощениями. Это фрукты, как вы сказали, это кофе. Я думаю, родители меня поддержат. Когда ты работаешь целый день в школе, экзамены, это же не час, не два. Это вот 5-6 часов идет экзамен. Потом 5-6 часов, а может быть и до ночи нужно проверять тетради, ставить оценки. Это работа. И если мы сварим кофе и какие-то сладости принесем, я думаю, что это нормальное явление. На каждом экзамене в школе присутствует представитель столичного управления образования, который контролирует утвержденный порядок проведения экзаменационного процесса. Инициатива же собирать деньги на закуски исходит обычно от родительских комитетов. Это их выбор. Он не обязательно работник управления образования, он может быть руководитель городского методического объединения или учитель. После каждого экзамена с этими учителями, представителями управления образования разговариваем. И мы, в принципе, знаем, какова ситуация. Вот. Бывают такие ситуации, когда родители нахрапом приносят, ну зачем? Если ты принес, зачем потом это говорить? Никто им не сказал, вы обязательно должны принести. Все вот эти сборы, они исходят именно от родителей. Недавно я тоже разговаривала с одной женщиной, которая входит в родительский комитет одной из наших школ. Я ей задала вопрос, вы сколько собираете? Собирают много. На что вы собираете? Они собирают на винетки, не на одну, даже на две, кажется, винетки. Собирают на ресторан, вот. Собирают на фотографа отдельно, на того, кто видео будет снимать. Скорее всего, одни родители это начинают, а другие возмущаются. Так пусть они между собой найдут понимание и пусть придут к середине. Нужно им собирать такие большие деньги или не нужно собирать такие большие деньги? В этом году 11 классы сухумских школ окончили 476 выпускников.
Торжественная церемония вручения аттестатов об окончании среднего образования будет, но конечную программу пока не утвердили, говорит Марина Аршба. Выпускные вечера – это больше про родителей, а не про детей. Главный мотор всего действа – энергичные мамы, которые хотят красочно отпраздновать значимое для их семьи событие и приобщают к этому весь класс. В итоге нередко расходы на торжество становятся неподъемными. Ограничить ценник ни школа, ни Минобразования не могут, разве что дать разумный совет, как провести праздник. После того, как получили уже на руки аттестат, все, они уже не наши учащиеся. Они уже выпустились из школы. И поэтому воздействие, у нас нет рычагов воздействия ни на родителей, ни на учащихся. После того, как мы им выдали аттестат. Вот, и поэтому, если они проводят шикарные выпускные вечера, там, балы, бывает это вечером начинают, даже утром еще продолжаются эти балы, то это все вопросы к родителям. Выпускной вечер состоит из двух частей. Официальная часть, которая включает в себя вручение аттестатов зрелости. Как правило, это все происходит в рамках школы. И всю ответственность за организацию мероприятия, за безопасность, за содержание берет на себя, соответственно, школа. То есть то учебное учреждение, которое вручает этот аттестат зрелости. Вторая часть, праздничная сторона, вот, она на сегодняшний день ложится на плечи наших родителей, ложится не просто на плечи родителей, а является инициативой по большей части родительского комитета и родителей. И школа, в принципе, играет второстепенную роль именно вот в этой части. Вот. Но что вообще собой такое представляет вот этот выпускной вечер, выпускной бал? Конечно, это вот неотъемлемый атрибут любого завершения 11 класса, да, это прекрасная традиция, но эту традицию несколько видоизменили. Может быть общество, может быть время, может быть годы. Я не говорю, что это плохо, то, в какой форме сейчас происходят выпускные вечера, но некоторую вот сакральный смысл, что ли, сакральное значение все-таки они утеряли. Я скажу почему. Потому что на сегодняшний день все-таки по большей части уделяется внимание вот красивой церемонии прощания со школой, с одноклассниками, с учителями. И это все прекрасно, но это только поверхностная сторона. А есть еще невидимая сторона, внутренняя, психологическая, которая более глубокая. Это выпускной вечер символизирует как бы завершение серьезного, значимого этапа в жизни школьника, бывшего уже школьника, и начало новой жизни. Это празднование того, что происходило за все 11 лет. То есть это что такое? Это и победы, и разочарования, это борьба, которая была в течение 11 лет. В конце концов, это совершенно новый этап жизни, который каждый школьник, уходящий, покидающий заведение учебное, он должен это ощутить изнутри. Вот выпускной вечер – это тот вечер, который бывает один раз в жизни любого человека, каждого из нас. Даже свадебная церемония, ну, как мы видим, может повториться, выпускной вечер нет. И от того, как он будет проведен, именно не в плане, скажу такое слово, помпезности, не в плане шикарности самого проведения, именно затронет ли вот этот выпускной вечер внутренний смысл его. Конечно, это отпечаток большой на всю жизнь, собственно говоря, взрослеющего человека. Родители убеждены, выпускному вечеру быть. Необходимо отмечать его так, чтобы он запомнился на всю жизнь, ведь такое событие бывает только раз. При этом есть понимание, что необходимо учитывать возможности всех учеников и в конечном итоге найти золотую середину. 96 детей на сегодняшний день, которые заканчивают школу, родители, мы вот собирались, обсуждали. Мы же должны, конечно, праздник устроить детям. Дети хотят выпускные экзамены и, конечно же, выпускной бал. В наше время, вот когда училась я, было немножечко по-другому. Мы выпускный, может быть, бал у нас был в какой-то семье теплой, большой дом, вот как-то по-другому было.
было, но мы тоже собирали деньги, все это было. Но сегодня немножечко по-другому, потому что мир идет вперед, и дети наши хотят в комфортабельном посидеть в ресторане, пообщаться. Это же вот на минуточку последний день школы, звонка и общения с учителями. И в будущее они выходят уже на новый уровень жизни, будут учиться и в Абхазии, и далеко за ее пределами. Вот. То, что касается выпускного вечера, я думаю, мы должны поддерживать детей в этом плане. Родители помогают, но еще у нас есть такой момент в нашей школе, да, малоимущие. Есть дети, которые вот по двое детей заканчивают, да, мы вот как-то с одного ребенка какую-то сумму по возможности вот так вот помогаем друг другу. То есть вот есть эта взаимосвязь ученика, учителя и родителей. Происходит обсуждение родительского комитета, и я вижу, что очень редко, вот вообще вот сколько лет я здесь работаю, чтобы были какие-то очень острые разногласия. Определяется сумма, удобная для всех, потому что есть многодетные, да, очень много. У кого-то там один ребенок, его чадо, и он может отдать ему все, да, сегодня себе позволить. У кого-то 2-3 детей. Я знаю, что родители, у кого 2 и 3 детей, им, ну, родители сами там договариваются, что, так сказать, скидка для родителей. Лично у меня в моем опыте всегда так. У меня класс, если у меня 2 детей, братья и сестры, соответственно, платят за одного, они собирают. И это все понятное дело. А вы классная еще, да? Сегодня я классная уже в 3-й раз, и у меня выпускной будет в следующем году, у меня 11 класс. Вот дети мои перешли в 11 класс. Мы пока еще думаем, будем выезжать, может быть, в Санкт-Петербург посетить. С точки зрения психологии, что вообще значит выпускной вечер? Это такой завершенный гештальт, то есть у каждого из нас, вот мы рождаемся, да, с определенными задатками, с определенными будущими возможностями. И вот это этап, который должен пройти из нас каждый, если мы не выпадаем из этой системы. Это очень важно для каждого из нас. И сейчас, если вспомнить наши выпускные, они тоже были. Я помню свой прекрасный выпускной послевоенный, но он был прекрасный, да, там не было шикарных платьев и каких-то там помпезных таких мероприятий, но я его до сих пор помню, я открываю этот альбом, и я вспоминаю просто с умилением. Поэтому каждый этап, завершающий такой в жизни, конечно же, нужно пройти и испытать это на себе. Вот. Другое дело, что, опять-таки, я говорю, не каждому доступна эта возможность такая. Что делать здесь? Вот с точки зрения психологии есть очень хорошая такая, ну, рекомендация, даже совет, рекомендация. В начале учебного года, в сентябре 11 класса, раздать анкеты, заранее подготовить совершенно простыми вопросами. Вот как вы видите проведение этого мероприятия, на какую, например, сумму вы считаете было бы правильно и разумнее его провести, там, озвучить подарки, озвучить организационную деятельность, чем вы сможете как родитель помочь, функции какой. То есть для этого, для подготовки есть целый год, и за этот год, естественно, родитель, я уверена, заполнит эту анкету спокойно дома, и вот в конце уже, в конце учебного года, просто соединить все это и прийти к какому-то знаменателю и консенсусу, который будет удобен, приятен и правилен для всех. Вот это, я понимаю, вот это тогда сплоченный коллектив. Выпускные мероприятия – дело добровольное. Можно в этом и не участвовать. Но кто захочет, чтобы его ребенок чувствовал себя стесненным из-за того, что весь класс нарядный пошел в ресторан, а он из-за финансовых проблем семьи не смог? Вот и приходится брать в долг или просить помочь. Впрочем, как отмечают наши эксперты, тенденция к практичности и простоте во внешнем виде выпускников в последние годы очевидна. Конечно, есть родители, которые не могут, у которых нет таких возможностей, которые требуют другие родители, скажем так. И, естественно, иногда просят помощи. Есть такие родители, которые просят помощи тоже. Вот, потому что они не хотят, чтобы их дети выглядели хуже, чем другие. Что касается разумности, еще пару лет тому назад можно было заметить неразумность в одежде.
потому что все гнались за очень дорогими нарядами, особенно это девушки. Вот просто я помню, что там все были, и родители там нервничали, да, и делились этим, то, что там платье, там 100 тысяч, еще больше и так далее. На самом деле это прям было, ну, это Кавказ, да, мы все любим помпезно, помпезность любим. Но сейчас, в последнее время, на самом деле, может быть, нужно это обговаривать и прислушиваться мнению учителей и родителей. Да? Родители должны друг с другом договариваться. Платья у девочек сегодня, может быть, это тенденция моды, они более такие легкие. Да, не такие дорогостоящие. Внешний вид, я думаю, что, в принципе, все украшает молодость, да, и хорошая атмосфера. Это, наверное, самое важное. Это я вам могу сказать на все 100%, что сегодня затрат на внешний вид, их меньше, чем еще 5 лет тому назад, по моему наблюдению. Конечно, все должно быть в пределах разумного, но сегодня как если обсуждать платье, обсуждать стол, да, все это обсуждать, это же получается на самом деле кругленькая сумма, да, и не каждому это дозволено, не каждый может это себе позволить, вот. Но мы стараемся как-то в пределах разумного, и я думаю, в будущем тоже эта тема у нас идет, и мы вот несколько лет об этом говорим. Я думаю, что мы дойдем до такого, чтобы дети даже, бывает, что дети даже и не хотят стола. Вот я сейчас разговариваю, да, что дети хотят выехать куда-то, понимаете, и это же сближает, да, и вот, понимаете, вот это даже того стоит, что эта память остается, и как-то родители, мы же это делаем тоже не сразу, мы же это делаем уже в 11 классе, когда мы только приходим в сентябре, мы уже начинаем обсуждать, да, кто-то какую-то копеечку уже может отложить, да, вот что на выпускной вечер или куда-то выехать детям, то есть потихонечку, не так вот, чтобы это прямо какая-то была огромная сумма. Я не знаю, но в пределах разумного мы должны все равно это обсуждать. Не без этого. Потому что не бывает, чтобы выпускного вечера не было и не было расходов. В настоящее время, я бы сказала, ситуация такая складывается с родителями, что разделились родители на 3 полюса. Именно в подготовке вот этого организационного момента. Первая категория родителей, которые вот являются модераторами, инициаторами, предлагают свои какие-то вот варианты, да, но при этом они являются ведущими, то есть они задают тон всему родительскому составу. Вторая категория родителей, которая, может быть, даже где-то и не согласна с какими-то моментами, но дабы не выпадать из общего процесса, она вынуждена принять эти условия, естественно, чтобы ребенок не выглядел как-то хуже или его мнение как-то не смеялось, да, чего мы боимся зачастую в обществе в нашем. А вот третья категория родителей, которая, к сожалению, как ни крути, не может попасть ни в одну из этих предыдущих категорий именно в силу отсутствия финансовой возможности. И таких детей много, достаточно много, потому что вот все равно мы наблюдаем это в работе. И тогда возникает вопрос, как быть с ними. Хорошо, если родительский коллектив, комитет объединяется и вот общими усилиями помогает, допустим, да, вот этому ребенку все-таки пройти все эти этапы и также стать частью этого красивого мероприятия. Но не всегда, к сожалению, бывает так. И бывает так, что этот ребенок остается за чертой, за бортом. И вы знаете, у меня вот была знакомая такая женщина, она пришла с целью вот пожаловаться, рассказать, что вот почему я должна, например, становиться общей серой массой. У меня есть финансовая возможность шикарно отметить выпускной своей дочери. У меня единственная дочь, и у меня есть такая возможность. Я ей заказала платье из Италии, ну вот так приблизительно стоимостью 200 тысяч. А почему, говорит, я должна ее одевать на нашем рынке за 5 тысяч, к примеру, да? Вот. Вы знаете, вот с точки зрения, допустим, родителя, юридическая сторона на права, она имеет на это право, у нее есть возможность финансовая, но здесь проблема в другом, в человеческом факторе. Тот коллектив, класс, который был частью 11 лет единого организма, получается, пройдя все этапы, да, было хорошо, было плохо, ругались, мнения, возможно, какие-то не сходились, были какие-то проблемы, разногласия с учителями, но этот организм единый, он прошел 11 лет и дошел до своего конца, до своего финиша. И вот здесь
Как поступить? Сравняться со всеми, найти золотую середину и учитывать мнение каждого, учесть родителя, либо выделиться вперед, имея финансовые, например, возможности больше, чем у других. На что вот я и ответила. Действительно, ты имеешь право, как родитель, одеть своего ребенка и за 300 тысяч, но, наверное, это не тот случай, потому что в жизни твоей девочки будут еще масса событий интересных, дни рождения, свадьбы, какие-то юбилеи, где ты сможешь, допустим, одеть так, как ты считаешь нужным, и пойти в самый дорогой ресторан. Но это не праздник не только твоего ребенка, это праздник общий, это праздник всего класса, всего коллектива, того, кто 11 лет шел бок о бок. Поэтому это, конечно, нужно учитывать. Смысл выпускных балов – это когда дети запоминают на всю жизнь момент расставания со школой, одноклассниками, педагогами. Важно продумать не только меню в ресторане, но и программу торжества. Хороший пример, когда ребята отказывались от пышного праздника. Вместо него поездка в Санкт-Петербург или Москву. Но это скорее исключение из правил, да и дело весьма затратное. Программа обязательно на выпускном бале, потому что, конечно, неинтересно просто прийти, посидеть, правильно, и ребенку тоже. И каждый, в основном это, наверное, прилагает руку классный руководитель, он хочет как-то разнообразить выпускной вечер, там сюрпризы, и дети готовят для учителей, и учителя готовят для детей. Бывает, что нанимают ведущего, да, если родители могут это оплатить, и проводят ведущий выпускной бал. Мы ездили в Санкт-Петербург, посетили на 10 дней поездку. Это было в 2018 году. Нам очень понравилось. Это тоже было незабываемо. Но, опять же, это понимаете, что выезжать это гораздо дороже немного выходит, чем провести выпускной бал. Хотя тоже не всегда. Это был период пандемии, мы хотели вот выехать прямо вот куда-то, Питер, Москва, вот, ну, знаете, это сближает, не обязательно вот куда-то прямо выехать там за границу, вот выехать в какой-то город, даже Нижний Новгород, то есть вот наши дети это предлагали, вот, но у нас это получилось не выпускной вечер, а на какие-то каникулы, мы уже вот так вот запланировали, уехали на каникулы до, потому что выпускной вечер сказали, ну, пандемия была, и это было запрещено. У нас всегда были викторины, мы делали викторины, у нас были такие какие-то отношения между, значит, родителями, там даже родители участвовали, и дети участвовали, это все было, вот, и в будущем, и на этот выпускной, я думаю, у нас тоже будет много сюрпризов для детей, и чтобы наши дети чувствовали себя свободно на этом вечере. И вот не только то, что вот посидеть, как вы говорите, да, и потом дальше программа, когда вот мы с детьми, мы отдельно, может быть, немножечко от детей гуляем, они там со своей компанией, и мы за ними следим, и, в общем, как-то вот так проводим до утра этот вечер. С 20-х годов существует такая традиция встречать рассвет. Это просто здорово, замечательно, такая романтическая традиция, но не каждый на самом деле понимает, для чего это. То есть все идет вот по стандарту. Ну, встретили рассвет, пришли домой. Но на самом деле это вот внутренний символизм. То есть вот восход этого солнца – это олицетворение новой жизни, которая начинается у каждого из вот этих вот бывших школьников, будущих студентов, будущих молодых людей. Я с восхищением просто отношусь вот к создателю традиции в Санкт-Петербурге с алыми парусами. Кстати, она существует с 1968 года, она там несколько тоже модернизировалась, но это просто вот такое, вы знаете, олицетворение символизма именно завершения одного этапа в жизни, очень важного, и начала другого. Это не просто картинка с красивыми яркими парусами красными, на самом деле нет. То есть, что значит вот этот вот корабль? Это надежда страны, надежда, в частности, этого города на будущее поколение, на новое поколение, на творческие личности, на ту молодежь, которая встанет в следующий раз вот за нами, понимаете? И вот такие вот традиции, они просто необходимы. Я считаю, что вот в наших условиях, слава богу, у нас позволяет море, у нас позволяет природа, да, сделать что-то такое запоминающееся, что действительно бы понесло вот свой элемент и передавалось бы из поколения в поколение. Вот что значимо.
Эксперты убеждены, никто не может указывать, с каким размахом проводить торжество по случаю окончания школы. Но нужно не забывать о символизме перехода подростков во взрослую жизнь. И лучше сделать так, чтобы все дети чувствовали себя счастливыми на этом общем празднике жизни. Бывает так, что, значит, по каким-то определенным обстоятельствам, прежде всего финансовой, семья не может стать частью этого выпускного, она просто отказывается. При этом ребенок озвучивает это так, он говорит, что мы считаем, что это сейчас не самое главное в жизни, и вообще для чего это нужно. Ту же самую позицию занимает, естественно, и родитель. Он говорит на выпускном, не на выпускном, на собрании, он говорит о том, что в конце концов у нас есть будущее, во что вложить, то есть нам нужно оплатить репетиторов, у нас есть поступление, для чего нам нужно платить такие деньги. С одной стороны, конечно, этот родитель прав, а с другой стороны, это просто поверхностная отговорка, потому что, поверьте, каждому родителю, каждому ребенку хочется поучаствовать в этом мероприятии. И если ученик вашего класса озвучивает это таким образом, не верьте ему, это ложь. Он это говорит потому, что у него просто безвыходная ситуация, он понимает, что у родителей нет возможности достать эти деньги и принять участие в этом выпускном. Поэтому это завуалировано, зашифровано под таким мнением, что якобы сейчас это не актуально. Это актуально для каждого, поверьте. Мы должны сохранить именно традиционную структуру этого праздника, то есть именно сущность, или как сказать, на чем зиждется, не знаю, слово такое не совсем может быть, на чем существует именно это торжественное это мероприятие, потому что это очень важно, этот посыл, который мы даем детям. Помпезность всего этого мероприятия, шикарное торжественное проведение, что унесут оттуда дети? Ведь пройдут годы, и поверьте, в платье будет кто-то лучше, кто-то дороже, и не будет ощущаться именно дороговизна всего происходящего, будет ощущаться именно сам выпускной, сам процесс, встреча рассвета, да, то есть какие-то смешные моменты. Сейчас приглашают, слава богу, есть возможность ведущих. То есть какие-то такие ситуации, они будут запоминающимся, но ни в коем случае не пестрота и дороговизна всего происходящего. То есть это и есть воспитательный процесс тоже, понимаете, в каждом из поколения в поколение, что мы передаем родителям. Оскар Уайльд говорил о том, что для того, чтобы сделать детей хорошими, достаточно просто сделать их счастливыми. Это самое главное. То есть счастье у детей не заключается в стоимости, финансовых вложений в это мероприятие. Счастье именно в ощущении себя взрослой личностью, которая выпускается из школы. Это личное дело каждого, как он будет проводить выпускной свой бал. Но мы же воспитываем наших детей. Мы должны воспитывать в детях милосердие и любовь к ближнему. Я так считаю. И поэтому, если мы это хотим в детях воспитать, значит, мы должны искать эту золотую серединку для того, чтобы не ущемить и того, у кого нет таких возможностей, и достойно провести этот выпускной бал. Меня иногда смущает, что граждане наши думают только о себе и о своей семье. Мы не можем так поступать. Я это говорю относительно именно нас, граждан Абхазии. Мы должны быть едиными во всем. И в этом тоже. Мы должны думать друг о друге. Выпускной вечер важен для каждого ученика, и он должен быть организован таким образом, чтобы все выпускники, вне зависимости от достатка, чувствовали себя комфортно. Прощание со школой – это трогательный момент, и он должен быть ничем не омрачен.